Tere! Сегодня мы поговорим с вами о прилагательном. Вы, конечно, помните из школьного курса, что прилагательное отвечает на вопрос «какой?». Большой, маленький, красивый и так далее. Этот вопрос можно перевести на эстонский язык тремя способами. Во-первых, вы можете спросить «milline», во-вторых, вы можете спросить «missugune», и, наконец, вы можете спросить «mis». Мы привыкли к тому, что «mis» переводится как «что», но также это слово переводится и как «какой». Например, вы хотите спросить, какое у вас отопление? У вас три варианта: «mis», «milline», «missugune», «küte teil on». В эстонском языке, так же, как и в русском языке, прилагательные изменяются по числам и падежам. То есть есть единственное число, есть множественное число. Ну, например, вы хотите сказать «красивая женщина», в именительном падеже вы говорите «ilus naine». А можно сказать «ilusad naised», красивые женщины, много красивых женщин. По падежам также изменяется прилагательное. Можно сказать «ilus naine», а можно сказать «ilusad naist», красивая женщина, а красивую женщину. К счастью, в эстонском языке у прилагательных и у существительных практически всегда совпадают падежные окончания, они одинаковые. Есть некоторые исключения, но на них мы остановимся когда-нибудь попозже. Например, vanas majas – в старом доме. Majas – в доме, и в старом доме будет также прибавлено окончание «s» – vanas majas. Или vanal toolil – на старом стуле. Или vanasse majja. Здесь некоторое несовпадение, потому что «се» в слове «vanasse», а «majja» у нас с нулевым окончанием. «Vanale toolile» – на старый стул. «Le» и там, и у прилагательного, и у существительного. Вы, конечно, помните, что первые три падежа, самые главные падежи, nimetav, omastav и osastav, они стоят как бы немножко особняком. И слова вам приходится учить, к сожалению, сразу в этих трех падежах. Например, вам нужно сразу выучить и сур, и суре, и сурт. Или вана, вана, вана. К счастью, здесь совпадают все три падежа. Väike, väikese, väikest. Или уус, уэ, уут. А что касается всех остальных падежей, то они образуются по уже известной вам схеме. Мы должны поставить слово во второй падеж омастав и добавить нужное окончание. Например, сур ставим в падеж омастав, получаем суре, добавляем окончание «с» и получаем слово «сурес» в большом. И таким образом очень важно знать падеж омастав и запомнить нужные окончания. У каждого падежа свое окончание. И более того, вы все их уже знаете. Вам остается только их вспомнить и теперь приделать к прилагательному. Допустим, vanasse, окончание «се», вы знаете, suurde, здесь окончание нулевое, vanas или suures, окончание «с», конечно, помните окончание «st», vanast, suurest, или le, vanale, suurele, или l, vanal, suurel, vanalt, suurelt, окончание «lt», или vanaks, suureks, окончание «ks», vanani, suureni, nii, vanana, suurena, na,
окончание та, vanata, suureta, или окончание га, vanaga, suurega. Давайте посмотрим, как это правило применяется на примерах. Например, что? Mis see on? See on suur vana maja, aga see on uus väike maja. Это именительный падеж, да? Это большой старый дом, а это новый маленький дом. Посмотрим в падеже. Например, kus. Ma elan suures vanas majas, aga Pille elab uues väikeses majas. Я живу в большом старом доме, а Пille живет в новом маленьком доме. Или kuhu. Ma kolin suurde vanasse majja, aga Pille kolib uude väikesesse majja. Я переезжаю в большой старый дом, а Пille переезжает в новый маленький дом. Ma kolisin suurest vanast majast uude väikesesse majja. Я переезжаю из большого старого дома в новый маленький дом. Ну и еще примеры с кто. Kes? See on vana sõber. Nimetav падеж. Кто? Это старый друг. Теперь посмотрим в других падежах. Kellel? Vanal sõbral on uus auto. У старого друга новая машина. Или kellele? Ma andsin raha vanale sõbrale. Кому я дал деньги старому другу? Kellelt? Eile sain emaili vanalt sõbralt. От кого вчера я получил мейл? От старого друга. Обращу ваше внимание на то, что очень важно знать еще одно правило. Оно смешно называется заносом. Нина тага. Когда прилагательное стоит перед словом в одном из последних падежей ни, на, та, га, что получается нина, нос, да, и тага, за носом. Падежное окончание в этом случае, в этих падежах, к прилагательному не прибавляется. Прилагательное остается в падеже втором омастов. Окончание ни, на, та, га прибавляется только к существительному. Ну вот, сравните. Uus suur maja, uue suure maja. И получаем, допустим, kus uues suures majas. Или kust uuest suurest majast. Но если у нас или ни, или на, или та, или га, то milleni? Uue suure majani. Видите, мы ни добавили только к существительному maja, majani, а uue и suure оставили в падеже омастов. Millena? Uue suure majana. Milleta? Uue suure majata. Millega? Uue suure majaga. Посмотрим на это правило на примерах. Milleni? Suure vana majani on 2 peatust, aga uue väikese majani on 1 peatus. До большого старого дома 2 остановки, а до нового маленького дома 1 остановка. Или millena? See tundub liiga
vana ja väikese majana. Видите, мы добавили окончание «на» только к слову «моя», к существительному. А «vana» и «väikese» мы оставили без окончания. Milleta? Ma ei kujuta enam elu ette ilma suure uue majata. Я больше не представляю жизнь без большого нового дома. Или millega? Ma olen nii harjunud meie suure uue majaga. Я так привык к нашему большому новому дому. Или kellega? Ma tulen sinu juurde vana sõbraga. С кем? Я приду к тебе со старым другом. На этом пока все. Надеюсь, что все было понятно и полезно. И пока. Nägemist!